методах борьбы с незаконной рекламой и о том, как прошел мастер-класс от примы-балерины Мариинского театра, расскажем. Это новости на телеканале «Осетия». В студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Ведущие нейрохирурги страны и мира приехали в Северную Осетию, чтобы поделиться опытом. С японским профессором Кацуми Такизавой и врачом из Тюмени Альбертом Суфиановым встретились местные специалисты, студенты-медики и даже глава республики. Встречи нового сезона в Осетинском театре готовятся основательно. Речь идет не только о постановках. До 15 октября в здании театра проведут частичный ремонт. На базе 27-й школы Владикавказа реализуется программа инклюзивного образования. Она помогает детям с расстройствами аутистического спектра развиваться среди своих сверстников. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства. За его принятие проголосовали 326 депутатов, 59 выступили против, 1 воздержался. Ко второму чтению в проект пенсионной реформы был внесен ряд поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным во время специального телеобращения. В частности, возраст выхода женщин на пенсию увеличивается с 55 до 60 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как сейчас, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Третье заключительное чтение законопроекта в Госдуме назначено на четверг, 27 сентября. Передовые технологии из страны восходящего солнца, возможно, переедут на Кавказ тоже. В Северо-Осетинской государственной медицинской академии прошла международная научно-практическая конференция. Специально для этого в республику приехал директор отделения нейрохирургии госпиталя Красного Креста в Японии Кацуми Такизава. Моя коллега Генриетта Албегова продолжит. Это кадры сложнейшей операции по предотвращению тромбоза. Метод шунтирования один из самых современных. На самом деле изображение многократно увеличено. Операция происходит в радиусе 1–1,5 мм. С республиканскими специалистами делится опытом японский профессор Кацуми Такизава. Он первый в мире осуществил разделение краниопагов. Так по-другому называют сиамских близнецов. Это событие стало всемирно известным. Сегодня профессор рассказывает о современных методах в области нейрохирургии. Область шунтирования в нейрохирургии развивается и в Восточной Азии, и, возможно, будет развиваться здесь. Я пока не могу с уверенностью сказать, но здесь тоже уже начинают изучать методы подобного шунтирования, и, возможно, трудные медицинские случаи можно будет лечить здесь, не выезжая в Москву и другие регионы. Я хотел бы потом оставаться на связи с теми, кто может и будет этим заниматься здесь, и я хочу поделиться своими знаниями и техникой выполнения подобной операции. Я хотел бы обучить всему, что я знаю сам. Вместе с японским профессором в республику приехал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов. Он отметил, что нейрохирургия требует больших вложений. В 21 веке уже появляются передовые центры. В России таких всего 2 – в Тюмени и в Москве. По словам ректора СОГМА Олега Ремезова, специалисты такого уровня в ВУЗ приезжают впервые. Этого удалось добиться благодаря инициативе и личным связям главы Вячеслава Битарова. И такой опыт для республики крайне важен. Республика имеет всего 700 тысяч населения, и, конечно же, полноценные вот такие создавать мощные центры нейрохирургические мы не можем, но из-за малого количества. А при этом пациенты такие нуждаются в помощи. Они порой тяжело транспортируются, передвижение затруднено даже с использованием санавиации. И вот то, что сейчас, можно сказать, на короткой ноге, через телемедицину, через телефонную связь, гаджеты, смартфоны, всегда можно будет напрямую получить квалифицированнейшую консультацию и могут принять наших пациентов в Москве, в Тюмени, в Японии. Конечно, это очень важно. Несмотря на то, что научно-практическая конференция была однодневной, она не станет единичным фактом обмена опытом. Профессора и в дальнейшем будут взаимодействовать с североосетинскими специалистами и консультировать их. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии. С гостями республики также встретился Вячеслав Битаров. Приветствуя их, глава отметил, что такой формат образовательного цикла необходим и полезен. Он позволяет поддерживать атмосферу развития среди молодежи и повышать квалификацию опытных специалистов. Вячеслав Битаров добавил, что нейрохирургия в республике должна подняться на качественно новый уровень. Профессор Альберт Суфианов подчеркнул, что образовательная программа по специальности нейрохирургия, которая проводится в рамках имеющихся договоренностей, принесет несомненную пользу как специалистам республики, так и их пациентам. Уже налажено взаимодействие со специалистами Северокавказского многопрофильного медицинского центра в Беслане и Республиканской клинической больницы.
Глава республики очень последовательно продолжает эту линию на улучшение здравоохранения, особенно нейрохирургии. Конечно, это очень радует и вселяет большие надежды на кооперацию. Поэтому мы еще раз встретились, еще раз обсудили следующие шаги последовательные. И я надеюсь, что, конечно, будет очень хороший результат в этом. Волонтеры Красного Креста добрались до Цейского ущелья. Их обучают ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и работать в команде в кризисной ситуации. Участники акции пока сами набираются опыта и необходимых знаний, чтобы потом применять их для оказания помощи другим. Место проведения выбрали не случайно. В горах можно организовать испытания посложнее, да и экологическая ситуация получше. Наш корреспондент Николас Джоуев лично убедился в проворности волонтеров. Более 50 человек из регионов Северного Кавказа и Санкт-Петербурга встретились на высоте более 2000 метров над уровнем моря, чтобы поучаствовать в соревнованиях, показать свои навыки и научиться чему-то новому. Надежда Нагаева в составе команды из Санкт-Петербурга говорит, помогать людям в кризисных ситуациях – это больше, чем просто профессия. Это все-таки профессия или больше призвание? Ну, знаете, и профессия, и призвание. Сейчас это часть моей жизни с точки зрения того, что я работаю в Красном Кресте в одной из программ, другой, но не которую сейчас здесь представляю, но призванием я это своим считаю, потому что, как видите, я здесь в роли инструктора, как доброволец Красного Креста. Как вам Северная Осетия? Это просто прекрасно. Я не знаю, что еще олицетворить. Я никогда не была возле таких гор, ничего подобного не видела, и для меня это был просто, не знаю, культурный шок. Своим опытом с волонтерами Российского Красного Креста делится старший коллега из Международного комитета Красного Креста. Удо Вагнер – координатор по вопросам сотрудничества в России, Беларуси и Молдове. По его словам, Красный Крест не раз приходил на помощь во время чрезвычайных ситуаций на Северном Кавказе и обещают быть рядом и дальше. Одним из направлений нашей деятельности является подготовка к чрезвычайным ситуациям. Если возникнет необходимость, и отделение Российского Красного Креста на Северном Кавказе, и мы будем готовы оказать необходимую помощь. Несмотря на то, что мероприятие хоть и носит соревновательный характер, главная цель – повысить квалификацию участников, большинство из которых – это просто волонтеры. Ну, естественно, с каждым годом мы будем уже расширять. Это у нас первый такой пробный. И здесь нацелено, у нас, знаете, да, МЧС. А вот наша группа быстрого реагирования – это в помощь МЧСу, это помощь медикам. Это вообще Красный Крест, это в помощь государственным организациям. Люди верят в Красный Крест, люди знают Красный Крест. В Северной Осетии у Российского Красного Креста есть свое отделение. Уже много лет его возглавляет Ирина Кусова. На счету организация помощи пострадавшим в результате терактов, оказание гуманитарной помощи во время стихийных бедствий. Красный Крест не остался в стороне и в 2016 году, когда республика пострадала от града. По словам руководителя, это было бы невозможно без помощи подготовленных волонтеров. Благодаря поддержке Международного Красного Креста наше отделение обучает волонтеров в разных направлениях. Это и по оказанию первой доврачебной помощи, это и реагирование на чрезвычайные ситуации, и оказание помощи в этих ситуациях. Программа соревнований по первой помощи весьма насыщенная. На нескольких тематических площадках волонтеры осваивают необходимые навыки. Не только на теории, но и на практике. Все мероприятия максимально приближены к реальности. Сейчас проходит один из наиболее зрелищных этапов учений. Волонтеры отрабатывают переправу через горную реку. Совершенствовать свои навыки волонтеры Красного Креста будут до 28 сентября. Николас Джоуев, Батырбек Макиев, Новости Осетии. И переходим к нашей ежедневной рубрике «Темы». Мы рассказываем о самых обсуждаемых новостях в федеральных СМИ. Моя коллега Белла Бекоева сделала подборку главных тем этого дня и уже готова ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Марьяна. В России введут оборотные штрафы за недолив топлива. Актер Стивен Сигал готов стать губернатором Приморского края. О самых актуальных новостях прямо сейчас. В Комитете Госдумы по транспорту призывают повысить безопасность перевозок в такси, предложив ввести квоту на иностранцев-водителей и даже вообще запретить им возить пассажиров. Причиной таких мер депутаты называют большое количество ДТП с участием автомобилей, такси и многочисленные жалобы пассажиров на то, что водитель не знает, куда ехать или плохо говорит по-русски. Отметим, что в столице страны 70% водителей такси – иностранцы. Многие из них ездят по поддельным правам и работают по черным схемам. В России введут оборотные штрафы для автозаправочных станций за недолив топлива. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, уже подготовлены соответствующие поправки. Мантуров также сообщил, что Госкомиссия одобрила законопроект об оборотных штрафах. Его отправят на согласование с другими ведомствами. Документ могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, чтобы вопрос решился до конца года. Как подчеркнул Мантуров, введение оборотных штрафов за нарушение в химическом составе топлива показало свою эффективность. Число выявленных случаев брака с 2015 года снизилось с 40% до 14%. Оборотный штраф – это наказание за нарушение антимонопольного законодательства. Его размер равен определенному проценту выручки предприятия. Напомним, в июле Федерация автовладельцев России провела исследование и выяснила, что около 76% заправок в стране не доливают топливо. Из российских новостей самой неожиданной оказалось известие о том, что Стивен Сигал заявил о готовности стать приморским губернатором. Голливудский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям сделал такое заявление во Владивостоке, где проходил международный кинофестиваль. Во время общения со зрителями его спросили, не хотел бы он возглавить регион, учитывая, что кресло губернатора сейчас свободно. На что артист ответил, что с удовольствием бы занял такой высокий пост. Своим ответом артист вызвал бурные овации зала. Напомним, Сигал недавно получил российское гражданство. Актер отметил, что его предки по отцовской линии из Приморского края, и он хотел бы больше знать о регионе. Что ж, такой шанс у него есть. Марьяна, на этом у меня все. Будем и дальше следить за развитием событий в нашей стране. Спасибо, Белла. Мы переходим к другим темам. Новый сезон в Осетинском академическом театре встретят в обновленном здании. На втором этаже меняют окна. Ремонт начался 1 сентября. Его планируют завершить уже к началу нового 84-го театрального сезона. Работы начались по поручению генерального директора группы компании «Бавария» Зелимхана Битарова. Гостям театра станет намного теплее и уютнее. Добавим, что новый театральный сезон зрители встретят постановкой «Фатима», приуроченной ко дню рождения основоположника осетинской литературы и автора поэмы Коста Хитагурова. Занавес откроется уже 15 октября. С 1963 года здесь не проводился ремонт в Осетинском театре. Значит, что меняем? Полностью фасад. По поручению Зелимхана Вячеславовича проводим ремонтные работы в Осетинском театре. Постараемся к открытию сезона завершить все работы. Обеспечить детей здоровым питанием. В Северной Осетии продукцией молочной кухни стараются снабжать каждую малоимущую семью. Программа реализуется не только во Владикавказе, но и в районах. Моя коллега Карина Гигалаева расскажет подробнее. У Валентины Гуларовой в семье 3 детей. Самому младшему 3 года. Говорит, кормит его в основном молочными продуктами. В первое время покупала либо сама, либо приезжала в отделение детской больницы. Там и получала на руки все необходимое. Но вот уже год как питание, что называется, с доставкой на дом. Теперь только так. Я уже сама не езжу сюда, лично привозят. Я этим довольна, что мне уже ехать сюда и не надо. Они сами привозят, я... В месяц они выписывают мне. И время экономите, да? Экономлю, естественно, дорога у меня, я с одного села на другое, дальняя дорога, как бы получается. Программа вступила в силу год назад по инициативе правительства республики. Тогда для районов закупили порядка 15 тысяч упаковок смеси. С каждым месяцем их количество растет. Предназначены они исключительно для малоимущих семей. Сегодня молочную продукцию поставляют в Дегорскую, Кировскую и пригородную центральные районные больницы. Более 10 лет там не было молочной кухни, соответственно, и молочных продуктов. В Рабском районе тоже нет молочной кухни, поэтому детским питанием снабжают каждую малообеспеченную семью. Врачи в районе говорят, с начала этого года 169 детей получили молочные смеси. Выдают их ежемесячно. В основном детям до 3 лет. Больше всего, конечно, рады мамы. Особенно те, кто тратил много времени на дорогу в больницу. Ведь зачастую детей не с кем было оставлять. Такая же ситуация и в пригородном районе. Количество малоимущих семей достигло отметки в 500 человек. Врачи говорят, ежедневно выдают по 20 упаковок. Вопрос качества волновал многих, но в больницах за этим строго следят. Маркировку, естественно, отслеживаем для того, чтобы получали качественную продукцию. Вся продукция соответствует всем необходимым требованиям, которые должны удовлетворять поставщики, сертификаты, все необходимые соответствующие документы, они в порядке. И, соответственно, наши педиатры отслеживают срок годности и выдают исключительно качественное питание.
Во Владикавказе и Алагирском районе дети тоже бесплатно получают приготовленные на молочных кухнях творог, кефир, молоко и каши. Дополнительно здесь готовят витаминный напиток из шиповника. А вот в Ордонском и Моздокском районах дети получают пастеризованное молоко. В Министерстве здравоохранения республики обещают, программа будет развиваться, а количество продуктов увеличиваться. Карина Гигалаева, это Гапоев, Новости Осетии. В Северной Осетии программа инклюзивного образования успешно развивается вот уже 4-й год. Сейчас она запущена на базе 27-й школы Владикавказа. Система постепенно становится все доступнее, несмотря на все сложности. Она призвана создавать условия, которые будут помогать развитию детей с расстройствами аутистического спектра с учетом всех особенностей. Подробнее Тинатин Музашвили. Новый учебный год начался для этих ребят в новой школе. Они привыкают к незнакомым коридорам, классам и одноклассникам. Программа инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра теперь работает на базе 27-й школы. Она начала функционирование 4 года назад на базе 1-й Владикавказской школы. В этом году пришлось переехать. Несмотря на сложности переезда, ребята освоились в новых условиях. Школа замечательная, условия созданы действительно хорошие, совместными усилиями оборудован ресурсный класс по всем стандартам, которые должны поддерживаться для правильной и эффективной работы. Всегда жаль, когда ты оставляешь свой дом, можно так сказать. Мы благодарны первой школе за то, что она нас приняла, за то, что она с нами работала, за то, что мы стали одной семьей. Но не менее мы благодарны сейчас и 27-й школе, которая действительно делает все возможное для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо, спокойно, уверенно в завтрашнем дне. Об успешности инклюзивного образования говорят результаты ребят, однако это очень трудоемкая задача. На уроках вместе с подопечными присутствуют тьюторы. Они помогают ребятам лучше освоить урок, делают с ними домашние задания, а когда дети устают, выводят в ресурсный класс, где они отдыхают. Работа тьютора непростая. Необходимо пройти специальное обучение и регулярно повышать свою квалификацию. Если ребенок на уроке что-то недопонял, не услышал от учителя, то мы визуально показываем, помогаем ему, говорим, еще раз повторяем, чтобы он выполнил свое задание. Устал он, например, его нужно вывести в ресурсный класс, и тут ему либо дать отдохнуть, либо продолжить урок самой уже. И если он готов вернуться в класс, то мы его возвращаем в класс на урок, и он продолжает. В новой школе не только дети привыкают к новым учителям, но и учителя к детям. Говорят, еще тщательнее приходится готовиться к урокам. Ребята пришли в школу очень любознательные, интересные, но особенность этого набора в том, что в классе обучаются 2 ребят с особенностями. Это дети-аутисты. Конечно, немножко сложно. С одной стороны, интересно, потому что в моей практике такого еще не было. С другой стороны, есть некоторые сложности, потому что я изучаю сейчас литературу. То есть я готовлюсь к тому, чтобы научиться общаться с этими детьми, чтобы приблизить их к себе, чтобы научиться доносить до них какую-то информацию. Руководители программы надеются расширить географию программы и внедрить инклюзивное образование в других школах. Особенно это важно для районов республики, чтобы у детей с особенностями была возможность обучаться наравне с другими. Тинатин Музашвили, Чермен Цураев, Новости Осетии. Прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина провела мастер-класс учащимся Владикавказского лицея искусств. В рамках проекта «Диалог культур» народная артистка России на встрече со студентами рассказала про свой путь на мировую сцену. В столице Северной Осетии балерина не первый раз. Во Владикавказе Юлия Махалина дважды выступала в рамках мероприятий Международного фестиваля искусств в гостях у Ларисы Гергиевой. По словам балерины, такие встречи с молодыми артистами необходимы и признается, что ей всегда приятно проводить беседы с учениками, передавать опыт и делиться впечатлениями. Им нужны вот эти встречи, им нужны разные встречи, не только, может быть, балетные встречи, просто актеры, которые могут делиться своими впечатлениями, делиться своими взлетами, остановками, потому что любой творческий человек – это же неровная дорога. И чтобы ребенок готов был к этому будущему пути, чтобы он понимал, что это не такой легкий путь, и чтобы, с одной стороны, не легкий, но, с другой стороны, абсолютно интересный и увлекательный. Поэтому вот эти встречи, они как бы увлекают детей. И поэтому есть успех. Я считаю, это очень важно. Это
Это вся информация к этому часу. Напомню, следить за новостями вы можете на нашем официальном сайте iriston.tv и на наших страничках в социальных сетях. Спасибо за внимание и до встречи.